что, добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня суббота, значит, наша программа «Прямой эфир. Вечерняя Тула» снова с вами. Друзья, скажите, пожалуйста, какой сегодня день? День города. День города. День города. Сколько лет исполняется нашему родному Кызылу? 107. 107, молодец! Друзья, давайте мы сегодня все будем дружно поздравлять наш любимый город Кызыл с днем его рождения, 107-м его юбилеем. Пожелаем ему всего самого хорошего, получается и нам тоже. Расцветай наш любимый город Кызыл. Давайте поаплодируем друг другу, да, и нашему городу. Ну что, сегодня у нас в гостях очень, я бы сказала, интересные люди, гости театра, танца и костюма Эдегей. Давайте я познакомлю их с вами. Алдын, Алдын, Олчат, Ариана и Чимиза. А меня зовут Юля, если что. Сегодня я веду этот эфир. У меня вот такой первый вопрос. Ну, для начала давайте мы начнем с тебя, да? Как вы попали в Эдегей? Вот как это случилось? Может, случайно или не случайно? Ну, на самом деле, история того, как я пришел в Эдегей, немного забавная. Я до этого приходил в Эдегей еще в 2018 году, тогда я пробовал себя как массовка. Меня пригласил мой брат, который в то время ходил в Эдегей. Он сказал просто там в массовке поучаствовать, постоять в костюме, в доспехах. Я подумал, ну, не знаю, я не знал, на что я соглашаюсь, но я только все-таки решился и пошел. Мне понравилось, но в то время я учился в Томске и не мог себе так вот на постоянной основе позволить ходить в Эдегей. И после, получается, уже в 2021 году, да? Да. В 2021 году в ноябре я уже прям основательно, конкретно пришел в Эдегей с целью быть моделью, выступать, танцевать и так далее. Ну, немножко поправлю себя. У меня также есть брат, который сейчас работает в Эдегее. Его зовут Виталий. Втуфтуч, в Инстаграме подписывайтесь на него, вообще красавчик. Мы передаем тебе привет, Виталий. Поздравляем тебя с днем города. Он в то время тоже был моделью, активно ездил, участвовал, выступал. Я смотрел на его Инстаграме и думал, блин, я тоже хочу, я ему завидую, надо все-таки прийти в Эдегей. Ну и вот, скажем так, на фоне зависти и большого желания я пришел. Круто, молодец. Итак, Ариана, расскажите, пожалуйста, как вы попали? Ну, в марте этого года моя тетя мне просто предложила, давай попробуем сходить в Эдегей, это что-то новое, что-то интересное. Мне всегда тоже было интересно, потому что большинство моих знакомых по Инстаграму, в школе ходят в Эдегей, и мне было всегда интересно, как это. И почти в конце марта мы с тетей собрались, пришли в Эдегей. Я помню. Да, пришли в Эдегей, на меня посмотрел Вячеслав Октябревич, сказали мне не пропускать занятия. Ну, обычно я с большой ответственностью отношусь к этому, с ответственностью. И так я начала ходить, не пропускать, усердно заниматься. Она точно не пропускала занятия? Нет, вообще. Точно, прям каждый день, каждый час. Молодец, Да. круто. Даже на фитнес ходила. Даже на фитнес. Даже не опаздывала. Даже не опаздывала. Да, я помню Молодец. прекрасно. Время, деньги, как говорится. Чимиза же, На да? самом деле я уже не помню, когда я пришла в Эдегей, это было года 5 назад. 5, да? У вас юбилей, Да. да? Поздравляю с юбилеем нашим. Мне тетя с сестрой предложила, записаться в Эдегей. Ну, я думала, через месяца 3 я точно заброшу, потому что я не любила куда-либо ходить. Но я такая, была не была. Записалась, начала ходить. И вот уже 5-й год. 5-й год, как-то так пролетели. Солистка, да? Как-то случайно получилось. Как-то случайно. Я об этом даже не думала, да? Вот, честно говоря, я вас очень часто встречаю. Один раз я даже вот за костюмом ходила в Эдегей, и вы постоянно там. помню. Вы там живете, да? Ну, Ну да. да. Олчат, да, расскажите, как вы попали, который год, может, 10-й? Во-первых, всем привет. Так, я пришел в Эдегей в 2000, я уже не Первом, помню. да? Нет, то ли это в 19 году. Скорее всего, да, 19 года, это был февраль. Я увидел в Инстаграме, что идет кастинг парней, и я такой, надо пойти. И еще меня подтолкнула моя близкая
подруга, она прям вот так вот пнула. Я такой, окей, пойду, и все. И все, да? И вот я пришел, меня взяли, и вот и с тех пор я там работаю, преподаю занятия. Ну вот, друзья, если ваша тетя или близкая подруга говорит вам идти куда-то, соглашайтесь. Это, оказывается, очень хорошо заканчивается. Вдруг вы станете моделью. Да, вдруг вы станете Начнете моделью. путешествовать, Да. выступать. Мгм. Дорогие наши зрители, я вам напоминаю о том, что вы можете задавать свои вопросы нашим гостям в комментариях. У вас есть шанс задать им тот самый вопрос, о котором вы мечтали, может быть, всю жизнь, да, задать. Итак, вот вообще модели, вот что это такое, кто это такой, вот чем он должен заниматься. Вот я знаю, что модель это человек, который, да, ходит там на сцене, чем он помимо этого занимается? Так, Авдин, давай. Ты как наш Кто? Кто? модель? Вот вы себя зовете моделью, да, вот, ну, кто это? Вот как вы можете описать этого человека? На самом деле такой интересный и в то же время сложный вопрос. В нашей последней поездке в Кыргызстан на Иссык-Куль, Чолпан-Ата, нас как-то встретил блогер, ну, тот местный кыргыз, и задал точно такой же вопрос. Что значит быть моделью? Как стать моделью? На что мы также дали какой-то расплывчатый, неоднозначный ответ, так как, являясь моделями, мы не смогли дать точный, прям конкретный ответ, опять же. И если так подумать и отвечать на этот вопрос, который ты задала, и я, наверное, затруднюсь ответить. Просто при слове «модель», как принято считать, мне в голову приходят слова красивый, высокий, ходит по подиуму, сияет, блистает, его фотоют. Да. А что-то конкретное, как-то сложно дать такой ответ. Ну вот, допустим, да, вот вы говорите, моделью можно назвать человека вот высокого, худого, стройного, да, а если, допустим, вот у меня рост 158, я не скажу, что я худая, могу ли я быть моделью? Само собой. Да, конечно. Самое главное, это не рост, а вот сам человек, да, вот как он себя показывает и как он себя Подносит. да, преподносит. И вот, и любой человек может стать моделью. Завтра Да, ищите меня в Эдегее. абсолютно. На самом деле, да, правильно. ни рост, ни вес, ни характеристики нам не Вот важны. у нас есть модели 50 плюс и 30 плюс, и они вообще без каких-либо комплексов, они к нам ходят и вообще покоряют подиуму. Вот, и вот. Театр танца и костюма Эдегей. Театр танца, то есть у вас еще постановки, да, получается? Да. То есть вы помимо того, что модель, получается еще и танцор. Да, Да, да? да, У вас, получается, есть определенный хореограф, да, который все ставит? да. Это Ага. наш незаменимый Вячеслав Октябревич, художественный так. руководитель. Костюма, получается, у вас свои личные костюмы, то есть свой бренд, можно даже, да, сказать? бренд. Дом Бренд, Кок. да. Ага. Это круто. Эдегей. Эдегей, что это значит, откуда это пошло, кто это придумал, давайте так зададим вопрос. Ну, знаете, Можете описать этого человека. название они долго думали, да? Вот как назвать? Они это кто? Ой, да, извиняюсь. Вот Вячеслав Октябревич и Кима Чезаровна, они вот основатели Эдегея. Вот. А Эдегей сам открылся в 1999 году. Вот, и они года 2-3 вот вообще не знали, да, как назвать. Вот. И потом, я помню, вот, как они рассказывали, они ездили куда? В какой-то город в Кызыле. Агдоурак, вот, вспомнил. Вот, Кызыль, в да. Туве, может? Ой, в Туве, извиняюсь. Город Да, в Кызыле, вот. интересно. Они вот туда ездили, и им присмотрелась одна долина такая, большая такая долина. И вот, и кто-то им рассказал, что эта долина называется Эдегей. Эдегей вообще. И вот и с тех пор они взяли это название, и вот как бы на протяжении 22 лет и вот Эдегей вот Живет живет, и развивается. радует, да. Вот. Ну, Эдегей, наверное, он всем уже знаком, но вот лично мне интересно узнать, как
туда попасть, да, вот, допустим, я туда пришла, какие у вас там есть группы, ну, младшая, средняя, да, со скольки лет, 50 плюс, да, особенно, вот, очень интересно узнать. Ну, у нас занимаются с 5 лет и мальчики, и девочки, и девушки, и парни. Вот, мы объявляем кастинг моделей, и вот приходят к нам разные люди, девушки, парни. Ну вот, у нас, если так считать, в общем, да, вообще, в Адыгее, наверное, занимается около 400 людей. Так это наши малыши 5-6 лет, дальше дети 7-8 и так далее, да, вот там 12, там 25, 30 и вот 50 плюс. Вот, интересно узнать, в неделю 7 дней по 24 часа, как все помещаются в одном здании? Не помещаемся. Не помещаетесь, как это у вас Но мы происходит? стараемся вот как-то так сделать расписание, чтобы все наши вот дети и вот все наши группы, они все так занимались и там получали от нас наши знания, да, вот, и все это вот. И у нас все расписано. Всё расписано, да? Так, Расписание на мы тебя делаем, 5 минут, составляем. сегодня на тебя 2 минуты, да? Как-то так? Вот. Нет, вот. На самом деле наша группа, они в основном занимаются час где-то, вот, а модельная группа у нас занимается 1,5 часа. Вот. Вы говорили про фитнес. Фитнес тоже, да, есть? Да. Фитнес. То есть можно отдельно записаться на фитнес, да? Ну, отдельно, да, тоже можно, да. Но у нас как идет? Перед занятием у нас вот всегда идет фитнес минут 40, да, где-то так. Вот. А потом уже вот само занятие. То есть фитнес уже включен в программу, да. Ага, То есть вы хорошо. определенное время занимаетесь фитнесом, потом уже моделинг дефилированием. То есть я могу прийти, позаниматься фитнесом и уйти, да, в принципе? Да, да. В принципе, да. Вот, Нежелательно, но да. девочки, вы как модели, соблюдаете ли вы правила питания или, не знаю, кушаете все, что вам хочется, там, шаурму, не знаю, мясо, да, тушеное или какое-нибудь. Или вы держите себя в руках, чтобы как-то налезть в платье, да, допустим. Или вы... Ну, вообще, иногда позволяем, конечно. Позволяем, потому что всем С люди, разрешения моей воды. всем хочется, но надо стараться себя ограничивать. И, ну, либо же есть в каких-то маленьких количествах, что ли. Вы тоже Ну, согласны? так-то я себя не ограничиваю. Ну, потому что я люблю, соответственно, покушать. Ну, а так, когда я уже чувствую себя, так, неудобно, тогда я уже так все ограничиваю себя. Ваш идеальный вес тогда? Ой, мама. Ваш идеальный вес? Не надо скромничать ты. Ну, у меня, наверное, где-то 53. Ну, у меня, наверное, где-то 55. Ну, у меня же рост 180, а 55, я не знаю. Вот интересно узнать, как люди рождаются такими высокими и красивыми. Вот мне, как полторашке, да, грубо говоря, иногда очень сложно общаться, да, с девочками, с друзьями, подругами. Как-то вот так у меня это происходит, честно вот Давай говорю. вот покажем. Вот, Встань. вот как-то так. Даже обниматься очень сложно, да, ты где-то внизу. Передаю всем полторашкам тоже привет. Да? Но на самом деле вот я восхищаюсь людьми, которые высокие, и мне очень нравится, когда они не стесняются этого. Я встречала достаточно много людей, которые действительно скрывают, ну не скрывают, а стесняются, да, вот горбятся. Вот что им можно сказать? Вот, сказать, не стесняйся, это как-то, не знаю, не так, да? Что вы можете им сказать? Ну, я думаю, нужно человеку принять себя, полюбить себя такого, какой ты есть. Что у меня у самой были какие-то стеснения до Адыгеи, я была выше своих друзей, всегда ходила, горбилась, до сих пор это пытаюсь исправить, но не очень хорошо получается, и вот только в Адыгее я начала себя более-менее комфортно чувствовать, я думаю, что нужно просто принять себя.
Эдыгеи просто все свои, наверное, были, все вот такие. Если вмешаться, то да, она когда приходила, ну, немножко Да, гордилась. я всех прекрасно помню, как все пришли Все и грубо кем они относились. стали. Мгм, мгм. Вы еще носите каблуки, да? Тогда вот вообще 2 метра получается. Ну, Ну, не 2 не- метра. Ну, у них каблуки, ну там максимум там 10, да? 10, 10, да, 15. Ну, там 10, там 15 где-то вот так. Вам вообще нормально, да, ходить на каблуках? Ну, они же Вы привыкли. привыкли, да? Ну вот я, Да. допустим, 5 минут похожу, все, до свидания, мои ноги такие, Ну, давай к нам вышли, приходи, всё. научим. Завтра я записываюсь в Эдогей, Всё. и вы тоже, друзья, записываетесь в Эдогей. Вопросики пока не пишут, да? Пока не пишут, ладно, хорошо. Расскажите, пожалуйста, вот мальчики тоже, вы соблюдаете ПП? Ну, знаете, блин, с этим трудно, конечно, но иногда ты такой думаешь, блин, вот не надо, нельзя есть это кушать. Я такой, окей, все, не кушаю. Это так немножко интересно, так как наши руководители иногда вмешиваются и говорят, что-то как-то поправился, как-то Да. потолстел, ну-ка давай там Справляйся. пей воды, худей, там все такое начинают говорить. И мы Ну и само говорим, собой, И вы да. такие, Исправимся, ладно. обязательно. Я такой, Потом ты «Всё». вот смотришь на себя, замечаешь все, и думаешь, они правы, нужно как-то побольше заниматься. Я еще заметила, что у вас костюмы, да, довольно такие тяжелые. Вот у девушек, да, вот даже головной один убор вот такой огромный. Вот как вы с этим справляетесь? Причем у вас каблуки, да, 10 сантиметров. Вот каково это? Вы не устаете, вот, пройдясь по одному подиуму? Мне кажется, один подиум, он вообще, не знаю, длиннющий. Вот расскажите, как вы с этим справляетесь? Или вы уже привыкли, у вас уже накачанные плечи, руки, голова? Шея, как у борцов. Да. Можно я потрогаю, может, что-то у вас там такое? Ну, давайте расскажите, как вам. Ну, поначалу, ну, тяжело, да, очень тяжело, голова болит, как будто сейчас голова вот-вот взорвется. До сих пор голова болит. Да. Ну, дальше, когда вот уже привыкнете, тогда уже хоть, не знаю, 1 километр пройти в этих костюмах. Вот примерно сколько весит один головной убор, да, прям самый изящный, самый такой прям Я дорого самый смотрится. тяжелый помню, какой? да, вот самый тяжелый это из нашей любимой коллекции Алтын Тыва, что означает золотая тыва. Вот там есть платье и шапка. Шапка весит 5 килограммов, а платье 10. Вот. Это как Потому что- ребенок, да? Да, потому что там настоящие камни и жемчуг, вот это вот. И вот. Расскажите, пожалуйста, про свои поездки. Я вроде как в Инстаграме листала, вы ездили вроде в Мадрид или Да-да-да, да, в Мадрид. и заняли какое-то там место, попали в мировой рекорд Гиннесса. Вот Ну, что, это к ним. как, что вообще, почему решили там участвовать, или кто-то вас пригласил, нас и не каково быть участниками такого масштабного мероприятия? Ой, знаете, ну, во-первых, с чего это все началось? Мы осенью 2019 года ездили в Сочи на конкурс, где мы взяли гран-при. Вообще, это было неожиданно, на самом деле. Вот. И главный приз был 500 тысяч евро. Ну вот, на продвижение так Эдогея там за рубежом. Вот. Так это не наличные деньги, если что. Вот. Ну, завтра я точно иду в Эдогей. Вот. И с этого нас пригласили-то в Мадрид, и нас позвали, ну вот, мы собрались, там, собрали-то чемоданы, то наши костюмы, то поехали, полетели, вот, мы прилетели, и вот в день до фестиваля мы пришли, и там очень много моделей было. Их было где-то 420, 403, вообще много Это же один было. Эдогей. Да. И мы такие, капец, как много людей. И мы такие со всеми там познакомились, подружились. Вот. И мы там поучаствовали, мы взяли золотую медаль Гиннесса. Это вообще было так... Ой, супер вообще, реально. Вот, и мы попали в мировой рекорд Гиннесса. Ху-ху. Как круто! Вот, Сами не ожидали, честно. да, вас там прописали, да, театр танца, костюм Да, Эдогей. честно, да. И где можно увидеть? У вас есть фотографии где-нибудь, не знаю?
Прям интересно посмотреть. И что вы Да, сделали есть, с у меня медалью есть в Инстаграме есть. золотой? Они ее продали в Москве. Нет, Мне ну кажется, для нас это было это, только что не знаете, шутка. это одно из самых таких важных и интересных моментов было вообще реально. Вот. И мы как бы очень так гордимся, да, вот, что мы попали в Гиннес. Это же вообще... Вот сколько весит эта медаль? Ну, она, ну, не знаю, ну, граммов, не знаю, честно. Золотая медаль, это Да. круто. Вот расскажите, пожалуйста, еще про свои поездки. Я вот лично знакома с Алдыном, и он вообще не в Кызыле. Смотрю его историю, он где-то там в Казахстане, то ли там, то ли там. Вот. Как у вас вообще определяются поездки? Вы такие сидите, да, может, завтра в Казахстан поедем? Или как-то это, не знаю, спонтанно, или вас приглашают, да, опять-таки? Нас приглашают. ЭДГ на самом деле очень тесно сотрудничает с Кыргызстаном. Не Казахстаном, а Кыргызстаном. да, В Казахстане мы еще не Кыргызстан, были, ну хотелось бы. Вот, в Кыргызстане есть модельное агентство, с которым наши руководители тесно сотрудничают. И каждую осень, получается, да, каждую осень, каждое и лето, Весна. весна, Да. вот, каждую весну они приглашают моделей из ЭДГ вот, в Кыргызстан участвовать в тамошнем фестивале. Бурана Fashion Week называется. Буран Fashion. Бурана Fashion Бурана Week. Fashion Week. Как он это переводится? Мы не знаем, честно. Бурана — это название какого-то древнего города в А, Кыргызстане. да, точно, да, Мы, нам же показывали. Да, в феврале туда Господи, ездили. да. Там, ну, буквально остатки Древний города. город вообще. Очень древний. Да. Кто вас показали. спонсирует? ЭДГ сам. Мы сами. Мы сами. Вот, поездки, да, оплачивает ансамбль наш, ЭДГ. Вот наши руководители, они сами оплачивают. Вот, мы берем только карманные расходы. расходы, да. Вот, за 22 года нас никто не спонсирует. Вот, хочу отметить. Вот, и вот наши вот руководители, они сами вот стараются и вот своих детей, так скажем, да, вот, чтобы они посмотрели мир, чтобы они открылись, чтобы они раскрылись. Вот. Ну вот, дорогие друзья, если у вас есть лишние деньги, можете стать спонсором театра костюма и Мы будем только рады. ЭДГ, Да, дайте будем немножко рады. денег на карманные расходы, на хлеб, масло, соль. Ой, вопрос из головы только что вылетел из-за денег. Вот, попав в рекорд Гиннесса, вы получили медаль. Помимо этого, был какой-нибудь там приз? Помимо этого, помимо этой медали нет. Но у нас есть также дипломы, такие вот так красивые дипломы, и мы такие, супер. Вот, и Мне кажется, на самом деле никакой для приз, нас это вот никакой главное. приз не важен, когда ты уже стоишь на сцене, да, это такая атмосфера, на самом деле, мне кажется. Да, это вообще незабываемые Не описать словами, да? эмоции. Передаваемо, да, это надо ощутить. Просто Да выйти надо. на сцену перед большой публикой. Да, вот особенно когда ты выступаешь перед людьми, у тебя вообще там просыпаются всякие такие вот чувства, да, и ты должен войти в образ костюма. О чем вы думаете, когда вы идете по подиуму, типа, лишь бы не упасть, или, или, блин, как я там сейчас Что вы выгляжу, думаете? или какие у вас мысли, или вообще нет мыслей? Мне всегда было интересно, о чем думают девочки. Вот, Да, девочки, прям давайте, знаете, о чем вы думаете? Не знаю, там, лишь бы головной убор не упал, лишь бы это не упало, лишь бы там я не упала, или что? Ну, перед тем, как создавать коллекцию или ставить постановку, нам рассказывают историю. Ну и когда ты на сцене, ты вспоминаешь эту всю историю и говоришь себе, вот, все, ты иди, сделай все как есть. Ну, главное не ошибиться. Надо войти Да, в в образ. историю, В историю, да, да? и И в образ. И тогда ты уже будешь в образе. Допустим, там, я царевна, да, не знаю, Да. что-то Да. такое, да? Да, вот вам сказали, да, вот вы там величественные такие вот богини, и вы такие прям там образ есть такой. Ну вот покажите мне богиню, как она выглядит. Вот, Ариана, пожалуйста, у вас, Ой. да, костюм, не знаю, вот, небесной богини. Как вы ее покажете? Кузинга.
Кызыгы, ну. Да. Ну, на самом деле, не знаю, как это показать. Это, знаете, так тоже легко это Ну не да, делается. наверное, Да, неделями, надо просто да, надеть готовитесь. да, костюмы, и надо прям прочувствовать всё это. Нужна атмосфера, Да, нужна вот эта вот... Другая, вот, некая такая атмосфера нужна, вот, и легко так это не делается. А как у вас происходит отбор на всякие поездки? Или это вы решаете, ты едешь, Нет, а ты не у нас- едешь? У нас кастинг обязательно, и мы смотрим, кто знает коллекцию, кто не знает, кто входит в образ, а кто не входит, кто ленится и кто там старается. Вот это обязательно. Вот. А вот в Эдегее бывает такое, вот, допустим, человек, да, ленивый, что-то он ходит, то не ходит, и вы можете ему сказать, все, больше не приходи сюда? Есть, бывали, но мы прям вот не так грубо это говорим, а просто вот надо тебе еще немного, ну, ну как, мы не говорим вот так вот прямо, да, вот ты должен уходить и все такое. Мы ему говорим, вот тебе надо отдохнуть, еще, так ты еще не готов, вот, приходи к нам попозже. Вот, и они такие, хорошо, окей. Вот, И заплаканные но в уходят, да? основном, нет, но в основном мы с ними-то работаем. Больше времени мы работаем с теми, да, вот, кто не может, как сказать, раскрыться. Вот, и мы с ними-то работаем, и мы их стараемся взять в какую-нибудь поездку, чтобы они вот сами вот это все увидели, атмосферу прочувствовали, и некоторые вот после поездок раскрываются. Круто. Ну что, наверное, нам уже нужно заканчивать. Спасибо, ой, так заболталась, что уже язык путается. Очень интересно было с вами пообщаться. Спасибо. Интересно узнать про ваш театр танца и костюма Эдегей, про его название, про вас лично. Ну, что вы можете сказать нашим телезрителям, зрителям, кто сейчас нас смотрит? Моделью может стать каждый человек, главное не стесняться, не комплексовать и не думать то, что есть особенные люди, а есть нет. Все люди в мире особенные, главное это принять, осознать и считать, любить себя. Особенно это касается парней. Особенно парней. Да, парней касается. Но я хочу сказать, надо, да, полюбить себя в первую очередь. И любите себя, но не будьте самовлюбленными. Не берегите себя и своих близких. Мы переключаемся на маленькую рекламу. Не выходите, оставайтесь с нами. После них у нас тоже довольно-таки интересный гость. Don't ask me where I've been, 'cause I